Во всем мире на сегодня зарегистрировано 2 064 815 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По количеству инфицированных лидирует США – 644 188 человек. Из них 51 629 выздоровели. Скончались 28 579. На втором месте Испания – 180 659 человек заразились. 70 853 выздоровели. И 18 812 скончались. За ними по числу зараженных следует Италия – 166 488 человек. Из них 38 092 выздоровели, 21 645 скончались. Затем Германия. 134 753 человек заразились, 66 169 выздоровели и скончались 3 804 человек. Пятерку по числу зараженных замыкает Франция. 106 206 человек. Выздоровело 30 955. Скончались 17 167 человек. В России 27 938 подтвержденных случаев заражения. Выздоровели 2304 человека, скончались 232 человека. Из наших ближайших соседей в Казахстане коронавирусной инфекцией заразились 1341 человек, выздоровели 240, скончались 16 человек. А в Узбекистане число зараженных достигло 1349 человек, выздоровело 107, скончались 4. В Китае, где все и начиналось, общее число заразившихся составляет 82 341 человек, 77 892 вылечились и 3342 скончались. На данный момент США находится на первом месте в мире по числу инфицированных и по числу умерших от коронавируса. Там количество зараженных приближается к 650 тысячам человек. Число летальных исходов составило почти 31 тысячу. Более 11 тысяч человек – это жители Нью-Йорка. Но несмотря на трагические цифры, губернатор одноименного штата Эндрю Куомо также считает, что ситуация в эти дни лучше, чем в начале недели, поскольку больничный кризис, когда стационары действовали практически в полевых условиях ввиду нескончаемого потока пациентов, преодолен. That's the nature of people. But we did it. We did it. Врачи совершили невозможное. Они сумели справиться с цунами госпитализаций, которая накрывала наши медучреждения. В Италии с начала эпидемии заразились более 165 тысяч итальянцев. Более 21 645 из них побороть болезнь не смогли. В настоящее время в итальянских больницах около 105,5 тысяч зараженных. Это самый сложный кризис в послевоенный период. В эти тяжелые времена мы видим фото и новости, которые оставляют неизгладимый след в нашей памяти. Давайте надеяться, что он закончится как можно раньше. Военные дезинфицируют улицы Сан-Паулу в местах наибольшего скопления людей. К этим мерам прибегли после того, как в Бразилии общее число заражений коронавирусом превысило 28,5 тысяч. Коронавирус выявили у некоторых чиновников, включая губернаторов штатов Рио-де-Жанейро и Пара. Военные также готовы оказать любую помощь в борьбе с эпидемией. В настоящее время в Северной Македонии с населением в 2 миллиона человек зафиксировано 908 случаев заражений коронавирусом. Из них 122 медицинские работники. 44 заболевших скончались. Министр здравоохранения Венко Филипче заявил, что уже действующие ограничительные меры были усилены после консультаций с эпидемиологами. Основанием для беспокойства служит высокий показатель смертности в 5%. Я уверен, и мы можем наблюдать это и в других странах, что такие меры помогут значительным образом снизить темпы роста числа инфицированных. Уже сейчас у нас показатель прироста заболеваемости низкий, и мы надеемся, что со временем число новых заражений будет снижаться. Нам приходится иметь дело с вирусом, о котором мы почти ничего не знаем. Проводится очень много исследований. По прогнозам экспертов, пик эпидемии наступит в конце месяца. Северная Македония – развивающаяся страна. Здесь есть возможность госпитализации только 1000 таких пациентов. Больницы заполнены уже на 75%. И власти пытаются принять более строгие меры социального дистанцирования, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Высокая степень заражения медицинских работников отмечается и в Италии. Там число смертельных случаев от коронавируса среди итальянских врачей достигло 100. При этом количество зараженных медиков достигло 13 тысяч. Итальянские СМИ также сообщают, что в число скончавшихся нужно добавить как минимум 30 медсестер и санитаров. В стране около 8 тысяч медработников, ушедших на пенсию, вызвались стать волонтерами и работают в больницах. Происходило то, что врачи начали посещать пациентов, не уделяя достаточного внимания защите, и заразились. Некоторых врачей поместили на карантин, и они продолжали работать, давая консультации по телефону, поскольку их некому было заменить. Другие врачи были в ужасе, что их коллеги заболели и умерли, поэтому они перестали наносить визиты, ведь у них не было защитной одежды.
Доктор Федерико де Лука работает в Бергамо, городе, расположенном в Ломбардии, итальянском регионе, который наиболее пострадал от эпидемии коронавирусом. Здесь заразилось и умерло очень много медработников, в основном из-за нехватки защитной экипировки и тестов на коронавирус. На второй день, всего спустя 48 часов, я как будто потерял контроль, как будто земля ушла из-под ног, и я падал прямо в объятия болезни. В Испании на начало апреля медицинские работники составляют около 15% всех подтвержденных случаев коронавирусом, а их в Испании 26 672. Из этого числа 10% были госпитализированы, а 20% были выписаны после выздоровления. Всего погибли как минимум 23 медработника. Мы чувствуем отчаяние из-за пациентов, из-за нашей работы. Иногда мы оказываемся немного беззащитными, без адекватного защитного оборудования. Мы страдаем из-за наших родственников. Я работаю медсестрой, а моя мама лежит в реанимации с коронавирусом. Мы пытаемся работать одной командой, но мы очень устали, потому что мы с этими пациентами уже месяц, работаем по много часов. Работать в защитном облачении очень сложно. У нас появляются следы на лице, раны, мы устаем. Это физический и психологический стресс. По состоянию на 15 апреля Центром по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировано 27 смертельных случаев среди работников здравоохранения. Эти данные приводит газета «Гардиан» со ссылкой на Центр и добавляет, что цифры, вероятно, значительно занижены. Во всем мире медицинские работники сталкиваются с непропорциональным риском тяжелой инфекции из-за тесного контакта с больными пациентами. Но в США отсутствие готовности к пандемии увеличило этот риск. Недостаточный доступ к тестированию среди населения в целом, общенациональная нехватка защитных средств, таких как маски N95, и нехватка основных принадлежностей, таких как дезинфицирующие средства для рук, приводят к гибели медицинских работников. Уже несколько недель мы обеспокоены тем, сколько медсестер и другого медицинского персонала заразилось коронавирусом. Работают медсестры по всему миру под сильным давлением в течение долгих часов, без перерывов и без выходных. Почти с самого начала распространения COVID-19 в Казахстане столица Нур-Султан была эпицентром. Там было зарегистрировано самое большое количество зараженных. 12 апреля в Нур-Султане был 251 больной и 165 в Алматы. Но ситуация изменилась в последующие 2 дня. В Алматы 14 апреля стало 358 случаев, а в Нур-Султане 285 случаев. Более 100% рост в Алматы был специфическим. Он произошел за счет массового заражения врачей. Только в Центральной городской клинической больнице были выявлены 182 случая. 11 апреля стало известно о заражении 12 сотрудников одного из стационаров города Алматы. Среди них 2 врача и 10 медсестер. Позже стало известно, что речь идет о работниках Центральной городской клинической больницы. Главный врач городской центральной клинической больницы освобожден от должности. Обязанности руководителя данной организации выполняет Абдуллаев Марат Шадваевич, который имеет более 28 лет стажа организатора здравоохранения, который ранее руководил данным стационаром, до настоящего времени работал также в данной клинической больнице. По меньшей мере 13 зараженных врачей и медсестер скончались в прошлом месяце в Китае. Национальная комиссия здравоохранения страны подтвердила, что в прошлом месяце в стране заразилось около 3400 работников здравоохранения. Калия Душбаева, Джанадиля Абубакир Улу, ЛТР, Бишкек.